Я очень рад, что у меня есть возможность передать добрые слова всем работникам кафедры и родного вуза. Мне повезло. В школе у меня оказалось автодело, я им увлекся. И когда я не поступил на дневное отделение, но поступил на вечернее отделение нашего замечательного ВТУЗа, судьба еще раз улыбнулась мне, и я попал работать в Центральную лабораторию контрольных испытаний автомобилей, управления контроля качества Мосавтозил водителем-испытателем. В нашей лаборатории была команда по автоспорту. Естественно, автомобили спортивные, это были грузовики ЗИЛ-130. При освободившемся одном грузовике был сделан внутренний тендер. Меня тоже туда привлекли, хотя я был очень молодой. Наш руководитель лаборатории Кружков Валерий Владимирович сказал, что кто первый, тот и поедет. На этом соревновании внутреннем я себя проявил очень хорошо. Таким образом, я выступил на Лихачевском кроссе, попал в финал, доехал до финиша и завоевал свой первый взрослый разряд автомобильного спорта, с чего все и началось. Я учился на производстве тому, что не являлось моей основной работой. Я просто, условно говоря, как дополнительное время, я бегал в соседние цеха. К студентам относились очень лояльно на производстве. Времени у нас было больше, чем у других. Я научился сварочному делу. Я паять, варить. Я был знаком, что за гальванические процессы. И в итоге большой спорт. Параллельно появлялся востребованность уже, можно сказать, в бизнесе. В 1992 году поступило предложение от компании Subaru сделать сертифицированный, авторизованный сервис Subaru. И на базе нашей научно-исследовательской лаборатории мы открыли первый сервис Subaru. Мы купили эти подъемники, купили какое-то оборудование и начали. Вот с этого момента компанию «Сервис Плюс», которую я сейчас возглавляю, в общем-то, на ее существование и произошло. Мой родной институт, здесь я хотел бы перейти уже на личности и хотел поблагодарить тех людей, которые помогали сформировать мою судьбу. Прежде всего, конечно, Рубен Петрович Кушвит, который был нашим идеологом и руководителем некого спортивного направление, которое было в институте, то есть это была команда «Баги». Эти «Баги» сам Рубен Петрович строил, первым сам на них выступал, собирал вокруг себя энтузиастов, тружеников, ребят не ленивых. И очень много, я считаю, передал нам энергии, зарядил этой энергией. Рубен Петрович, если вы меня слышите, то есть тот заряд энергии, который вы дали нам, мне лично, я, собственно говоря, держусь на нем и надеюсь, что буду держаться так же долго и таким же бодрым буду стараться быть, как вы сейчас. Очень хочу поблагодарить Владимира Кировича Прохорова, нашего замечательного декана, замдекана, сначала который был, потом был деканом автомобильной кафедры, и который, в общем-то, был моим руководителем, по сути, учебным руководителем. Я очень хочу поблагодарить его за его профессиональную лояльность, но со стержнем жестким. То есть, грубо говоря, только мы чуть-чуть отпускались, тут же железной рукой и твердым взглядом Владимир Никифорович натягивал эти вожжи и ставил нас на место. Большое спасибо Якову Семеновичу Агейкину, который в период моего обучения был заведующим кафедрой автомобильной и очень интересным был преподавателем, которого мы очень уважали. Большое спасибо Аржанухину Георгию Васильевичу. Очень интересный педагог, очень эмоциональный, который передавал всегда свое настроение и заряжал, в общем-то, своей любовью к знаниям. Я очень рад, что Вольская Наталья Станиславовна, которая тоже, наверное, вспоминает меня с моими не вовремя сдаваемыми работами. Я очень рад, что она возглавляет сейчас кафедру. Большое спасибо и крепкости духа с нашим братом-студентом. Талап Кубашевич, я знаю, что вы до сих пор руководите той лабораторией автомобильной, в которой мы проходили всю нашу практику, которая существует, наверное, практически с времен существования вуза. Вы основатель ее, родитель и поддерживающий до сих пор профессионал. Огромное вам спасибо. Без нее бы точно мы не стали бы тем, кем мы сегодня стали.
Также большое спасибо всем руководителям кафедр, через которые я прошел, и своему дорогому институту.